Об уйгурском языке Золотой Орды. Атам Алик Джувини, они Золотая Орда считают уйгурский язык и письменность вершиной учености. Под уйгурским языком XIII-XIV веков можно понимать два языка. Во-первых, литературный язык, восходящий к языку уйгуров уйгурского каганата. На этом языке писали до конца XIV века. Во-вторых, литературный язык, сложившийся в уйгурском ханстве караханидов. Его можно обозначить как уйгурско-карлукский язык. В Золотой Орде использовался именно он. В конце XIV и начале XV века на основе уйгурского карлукского языка сформировался чагатайский язык. Под тюркским языком Золотой Орды в XIII-XIV веках также можно понимать два языка. Во-первых, поволжско-золотоордынский язык западной части Золотой Орды, но испытавший сильное влияние уйгурского караханидского языка. В XVI веке из него вырос старо-татарский язык. Во-вторых, хорезмско-золотоордынский язык, язык восточной части Золотой Орды, также сильно уйгуризированный, исчез к концу XIV века. Разделение уйгурского и тюркского языков Золотой Орды произошло при Узбек-хане с принятием ислама. В уйгурском языке преобладала уйгурско-карлукская основа. В тюркском языке – основа агузо-кыпчакская. У уйгурского языка – собственное уйгурское письмо, хотя мог быть записан и арабским шрифтом. Тюркский язык более тяготел к арабскому шрифту, хотя иногда записывался и уйгурским письмом. Важно, что уйгурский караханидский выступал как язык-эталон, как престижный древний язык с разработанными грамматическими формами, особенно лексическими. Тюркские литературные языки возникали не на пустом месте, а в подражание уйгурскому языку.